к сожалению, тема Абхазии, она как-то не обсуждается, она просто вообще никого не интересует. Ну, кто-то съездил, отдыхал, поотдыхал и вернулся. И на этом как бы все заглохло. Он может там кому-то сказать из своих знакомых, кому-то не сказать, поделиться мнениями. Далее интереса никакого нет. А на самом деле это очень болезненная точка. Я считаю, что сегодня для, пускай не всего, конечно, абхазского народа, я же вижу, как люди живут там вообще, с каким трудом достаются эти деньги тем, кто там через границу везет эти мандарины, там какие-то фрукты и продают. А есть отдельная часть абхазского общества, которая оторвалась от скажем, остальной так, части, которая живет по своим законам. И вот она-то именно поддерживает. Ведь они организуют и выборы, из их числа выбираются и президенты, из их числа назначаются руководители. Вот. И именно вот эта часть, которая на сегодня формирует в целом поведенческую линию в Абхазии, те, которые формируют, в принципе, облик Абхазии, ее публичный облик, они поддерживают это. Ведь это же надо... Вот как это может, что 3 года президент там, я с ним встречался, вот, и обладая, ну, как я понимаю, по закону, наверное, абсолютной властью там, в части применения закона, он может привлечь к ответственности через законные какие-то механизмы на любого гражданина, любое гражданское лицо. Но и он не нашел ничего, как 3 года молчать. Просто, извините меня, сопли жевать. Ну что это такое? Вот. Поэтому я считаю, что на сегодня... А это почему связано? Вот. Это связано с тем, что общественное мнение его бы осудило, если бы он принял какие-то меры против них. Если бы он принял бы мою сторону, общественное мнение его бы осудило. Вот. И они бы его быстрее, может быть, свергли, понимаете, в чем? А так как он идет в русле общественного мнения, да, он защищает свои клановые интересы, вот, интересы отдельных групп лиц, которые, может быть, отличаются от других просто своей крикливостью, там, не знаю, там, возможностями, какими-то финансами или с чем-то, вот, какими-то прежними, возможно, заслугами. Вот, он принимает их сторону. Поэтому я сегодня считаю, что в Абхазии формируется агрессивное, оно уже, наверное, просто сформировалось агрессивное общество, которое мы не замечаем, оно в силу малости нас не очень касается, и с кем поговоришь здесь, они удивлены, что как вот так, неужели это сейчас может быть? Да, это может быть. Много людей в России пострадали от недобросовестных покупателей или продавцов земельных участков, квартир и так далее. Вот хотя бы, чтобы эту проблему снять, и чтобы она не усложняла, ну, я думаю, что, наверное, как и в России, надо сделать публичную кадастровую карту в Абхазии, чтобы каждый из нас по телефону мог понять и получить выписку по любому участку земли. Что для этого надо? Ничего. Для этого нужно просто захотеть и сделать. И тогда уже уйдут в прошлое все обманутые по земельным участкам, каждый может получить справку по-любому. То же самое по недвижимости, части квартир, то же самое. Любую выписку по любой квартире можно взять и понять ее предысторию. Почему это нельзя сделать? Граждане России не могут там купить ни землю, там, ни квартиру толком, ни участок. Они-то же здесь покупают. Что это такое? Это что за закон такие, что мы там не можем, а они могут? Я считаю, что это несправедливо. Эти люди явно требуют от нас больших прав, чем мы сами имеем. Россия, так скажем, самоуклонилась от этого и так как-то вяло, не очень уверен, там пытается как-то руководить. Мы же видим эту переписку, там ответы депутатов, там должностных лиц. Я вижу на эти лица, с которыми встречаюсь там в министерствах. Это люди, в общем-то, отстраненные от жизни, от власти какой-то конкретной, они не стремятся. Я думаю, что России нужно думать, как выходить из этих отношений, может быть, не потеряв лицо. Я не вижу перспективы в принципе. Вот, если решать эти вопросы на уровне межгосударственных отношений, я считаю, перспективы здесь нет. И кто бы этим ни занимался со стороны России, там с Абхазией, кто там будет президентом. Но с этим руководством в России, наверное, в каком-то вот таком вялом режиме, наверное, это еще просуществует. Придут люди более национально направленные,
они взвесят все за и плюс и поймут, что на самом деле здесь плюс больше минусов. Вот это вот разговоры о защищенности наших границ, там, что там Абхазия там, это прикрывает нас как бы с югу, тут как бы каждый мнит себе там геополитиком каким-то, что вот там стратегом. Вот. На самом деле это там НАТО какие-то, это все пыль нам в глаза, понимаете. Сейчас самое страшное оружие не ядерное, там, не эти ракеты, которые президент наш показывает. Самое страшное оружие – это уровень жизни населения. Понимаете? И никуда ты не денешься, если у тебя уровень жизни населения низкий, если население нищает.